Ребята, крутой экспонат сегодня ко мне приехал. Вот такой вот парень молодой. GS, какая у него? GS комплектация. Это вообще четкая тачка. С Японии недавно. У нее отличие, вот карбоновые вставки. Ну типа под карбон сделано. Строчка красная вот так идет. Сиденье ковши. С поддержкой идет. Ну, я чуть попозже лучше отсниму, наверное. Что-то батарейка садится. Здесь тоже карбончик идет. Вот такая ручка у него GS идет. Обязательно вот такая кнопка GS. Отличие. Здесь тоже все вот так. Toyota G-Sport. У нее уже ходовка спортивная идет. Катки GS идут вот такие. Литье. Это Арига. Здесь тоже подсветка идет на GS. Строчка вот такая. Ну, короче, тачка бомба. Такую машину сейчас уже купить это очень сложно. Это дорого. Такая вот тачка. Это еще, видать, все японская. Йокогама. Welcome. Гибрид. Такая вот у него шильдик GS. По отличиям у него еще решетка идет вот такая черная. Это все оригинальная GS. Вот эти вставки черные идут у нее. Пары бы повернуть, вообще было бы четко, конечно. Вот такая тачка ко мне заехала сегодня на обслуживание. Будем ему обслуживать батарейку, контакты. EGR почистим, свечи посмотрим. Как бы так. Маслица тоже посмотрю. Жидкости какие у него. Если что, предложу кое-что. Вот. Такой у нас GS. Пыльненько, очень грязненько. Ну тут даже вот паутинка есть уже. Паучок завелся, видать. Жидкостя не похоже на минус 50. Надо менять, по идее, перед зимой. Явно там 25 градусов залито. По маслу. Масло более-менее еще нормальное. Свежее, видать. Вот так. Сильно закручено. Ну, пыльно очень. Сейчас будем от пыли продувать. Ну, заслонка, я бы сказал, даже не сильно грязная. Только-только начала. Видать, недавно чистили совсем или что ли. В общем, не грязная почти совсем. Но это фигня. Налет. По состоянию EGR. Ну, есть вот такой кокс. Вот он. Тоже трубка только-только начала. Но коксик есть маленько. Вот даже стенка немножко уже начал забиваться. Вот летит от него. Отлетает вот такая вот стружка. Здесь ход тоже уже грязненький. Клапан по-любому грязный, значит. Будем чистить. Что по EGR можно сказать? Вот такой вот клапан EGR уже начал покрываться. Еще бы 1005 проехал, вообще бы не работал. Ну, еще более-менее пока работал. Ну, здесь, в принципе, трубка вполне приемлемая. В общем, нормально. Очистить надо для профилактики. Так вот разобрал машину. Вот так уже там начал потихоньку EGR-чик. Все грязное. Вот налет. Где клапана, ходы.
Вот. Жидкость надо будет поменять на зиму. 25-ка залита. Ну и в принципе пока все. Сейчас ИГР обслужу, перейду на батарейку. Ну, вот так вот. Замочил все. Заслонку тоже замочил. Уже отошла. Это пусть постоит клапан. Очень грязный. Клапан надо, чтобы постоял побольше. Вот батареечку вовремя привез. Очень большие окислы. Так это все выглядит. Контакты буквально зеленые, зеленющие. Некоторые есть. Вот этот вообще жесть. С этой стороны такая же история. Вот тоже можно сказать, ну там не сильно будет. Вот медные контакты очень сильно грязные. Батарейку никто никогда, видать, не разбирал. Никто не снимал. Элементы. Пыль есть, грязь есть немножко. Кулер очень грязный тоже вот. Сейчас все буду это дело чистить. Также подключим ее на стенд. Проверим вот эти пары, вот эти пары и вот эти пары. И посмотрим примерно какой емкости эта батарейка. Можно все, конечно, но это очень дорого. Мы просто ее выкупим. Какие у нее здесь примерно элементы, какой она емкости. Такие вот контакты. Сплошная зелень. Батарейку сейчас поставлю элементы на проверку. Включил я края, чуть серединку, среднюю и последний край. То есть 5 контактов, мы будем проверять 5 элементов. Запускаем проверку на 1,5 часа. Все, приборы пошли в работу. Через 1,5 часа я пойму, сколько процентов примерно эта батареечка у меня. То есть клиент решил проверить, заказал полную проверку батареи. Ну, все до блеска. Такой теперь клапан чистенький. Трубки все чистые. Все как новое, как с завода. Этот тоже очистил. Все эти отмыл каналы. Вода теперь четко проходит через него. Ну и сам холодильник тоже уже вот он блестит весь. Тоже очень много в нем было вот этой вот крупиц повылетало. Вот так вот. Вроде бы как бы машина с Японии, а все равно пробег-то уже дает о себе знать. Прокладку новую все-таки поставил, потому что переобжатая эта прокладка, бортика совсем не имеет. Здесь нормально. Сейчас четенько встанет она. Сейчас силикончиком еще брызгну. Силикошка побрызгать, чтобы мягонькая была. В принципе, все. Все, двигатель собранный. ИГР почищен. Заслоночка четко почищена. Ну все, проверяю батарейку и готово. Ставим контакты. Сейчас все контакты, пока батарейка проверяется, почищу. И будет четко. Свечки еще посмотреть надо. А, свечки я забыл, сейчас выкручу, посмотрю. Свечки надо менять. Одну выкрутил, вторую. Вот смотрим. Зазор большой. Также здесь вот уже очень сильно пробивает. Вот. Свечка черная уже вот в этом месте. И зазор у нее 43 или 45. Сейчас посмотрим точно.
Короче, почти 45. А должен быть он вот, зазор вот где-то вот настолько. На 40 должен быть. Фокусируйся, елки. Вот, если так брать, оно должен зазор быть вот здесь, вот. У новой свечи. А у нее вот здесь. Короче, это уже все. Свечки менять надо. В общем, батареечку проверил на аппарате. Вот их емкостя. Первая емкость 86%. Вот эта емкость 79, 79, 80, 91. Ну, я так понимаю, что края ближе к 90-кам, а серединка она вся 80-я. Батарейка живая, очень даже. Будет ходить еще очень-очень долго. Главное контакты и обслуживать, и продувать ее все время, и все. И все будет нормально. Ну, контакты в химии подлежали. Уже вот такие блестящие будем ставить. Prius у нас обслужен. Замена свечей, EGR, чистка контактов, проверка на анализаторе емкости. Такой вот сегодня был денек. Завел человеку все книжечки. Вот они. Следующая замена EGR. У него сейчас 161 547 километров. Следующий у него 191 тысяча. Это чистка EGR будет. И 221 тысяча. Это замена свечей будет. Следующая. Все, в принципе. Можно выезжать, выгонять машину. И ждать пусть ждет хозяина. Сейчас приедет. Будет забирать. Так вот такой красавчик у меня сегодня ремонтировал.